самое главное, вот эти блюда можно прям подавать в постель. С утра. Конечно, это будет романтично, красиво и никаких крошек. Исәнмесез, кадерлі достар, здравствуйте. Дорогие телезрители, наконец-то наступила весна, это значит праздник 8 марта совсем близко. Я искренне поздравляю всех наших любимых женщин, сестренок, мам, бабушек с этим теплым весенним праздником. Счастья вам, любви и, конечно же, подарок от нашей программы. Для вас сегодня готовит заслуженный артист Республики Татарстан Раяз Фасихов. Siz matur kızlar nikşa yartasız Yüreğimden yanolların ağlamayısız Раяз Фасихов! Бүгін біздің белән Раяз, рахмет! Что мы сегодня приготовим для наших милых дам? Но прежде чем приготовить, я хочу сначала тебе подарок сделать. Это, у каждого певца это цель, мечта, чтобы его песни не только где-то там лежали, а выпускались. И вот мы выпустили такой аудиоальбом. Я хочу тебе подарить. Красивый, красивый. Алма кебек, Козарма называется. Не красней, альбом. как яблоко, потому что, я как певец любви. Романтичный певец такой. Тут разные песни есть, не только романтика, тут Вот и есть. есть в твоем стиле джага-джага. Джага, вот написано Руслан Дустым Халлерничек. В общем, отличный альбом, с удовольствием послушаю. Рахмет. От души. Раяз Фасихов – заслуженный артист Республики Татарстан. Родился в селе Нуринер Балтасинского района Татарстана. Воспитывался в творческой семье. Уже в 3 года впервые взял в руки гармонь. Окончил музыкальное отделение Арского педагогического колледжа по классу баяна и Казанский государственный университет культуры и искусств. С 2003 года Раяз выступал в государственном ансамбле фольклорной музыки Татарстана под руководством Айдара Фейзрахманова. С 2007 года начал сольную карьеру в сотрудничестве с компанией Барс Медиа. Многократный лауреат премии «Алтын Барс», «Алтын Йолдыз», «Узгереш Жиле» и многих других. Раяз, как всегда, наша главная задача – приготовить красивый праздничный стол к празднику 8 марта. Я, конечно, очень редко готовлю, но этот праздник у меня тем более дома 2 прекрасных, очаровательных моих девочек, любимых. Поэтому я надеюсь, что они не увидят эту программу. Я очень надеюсь, что папа давай готовь. Да, папа, неужели ты готовить умеешь? Потому что, с нашими графиками и так далее это очень редко получается. Но сегодня мы действительно будем радовать наших прекрасных женщин и приготовим очень много разных вкусных блюд. И красивых. Берем филе куриной грудки и даем Руслану. Блюдо очень даже простое, поэтому даже я приготовить смогу. Поэтому держи тебе тоже куриная грудка. Да. Ахузу билляхи меня шайтаны раджим бисмилля рахмани рахим, как учила моя бабушка. Что делаю? Раяз, мы грудочку вот так посередине, посмотри, пожалуйста, разрезаем. Матургнейтеп. Вдоль, поперек. Да. Для того, чтобы потом, я сразу раскрою секрет, внутрь грудки мы положили интересную начинку. Как ты сказал, на самом деле блюдо готовится очень быстро, но здесь самое главное аккуратненько разрезать грудку так, чтобы... вот так, посмотри, видишь? У меня так, конечно, не получится. Старайся, Раяз. Ладно, работай. Раяз, сколько лет уже? Лет 5, наверное, прошло, да, с тех пор, как ты первый раз был у нас на программе? Что изменилось в твоей карьерной лестнице? Видишь, ты сегодня меня очень так сильно нахваливая объявил уважаемым зрителям заслуженный артист Республики Татарстан. Это для меня очень большая честь быть среди этих прекрасных артистов, которые удостоились такой чести, которым вручили это высокое звание. Поэтому и родители, и все, и родственники, и так далее. Счастливы, довольны? Счастливы, довольны. И мы. Хорошо, А что изменилось? Изменилось? Конечно, много альбомов, много концертов, очень красивые песни. Клип сняли очень интересный, анимационный. Мы на песню как раз «Алма кебек Козарма», которая тебе очень понравилась, да? Он в таком нестандартном для татарской эстрады стиле. В стиле регги написана такая легкая песенка. У наших зрителей есть шанс послушать ее прямо сейчас. Исполнишь? С удовольствием. Как же в этот прекрасный день. Я готовить ты сам умеешь, поэтому я лучше спою, конечно. Senin kulaş izlerine bir tutarıp karayımşı. Patbigay. Sen de bana nazlap kara. Güzelliğimi alma gibi kızarasın.
Yaramida qararıga, eli bar yazlarına, irterek bit almağa, minem bilen barasını şeşek atkan bakşağa, yanlarımda kalırsın birge turmuş başlarga, minem bilen barasını şeşek atkan bakşağa, yanlarımda kalırsın birge turmuş başlarga. Так, наши грудинки тем временем пока готовы, мы их отложим. Сейчас, Раис, нужно порезать сыр. Очень Полосочками тяжелый красиво, для меня да. процесс. А я перчик порежу. Давай, погнали. Ну, в конце, на самом деле, буквально до конца приготовления блюда остается совсем немного. Ты поймешь сам, насколько быстро оно и готовится это блюдо, Раяс. Не, нормально вот такие. Ой, отлично. Я рыбу шлак. Слушай, ну, действительно, ты как вот с тех пор, как заслуженным стал, и готовить стал лучше, понимаешь? И выглядеть. Хорош. Но, на самом деле, давай про другое поговорим. Все-таки 8 марта праздник милых женщин. У тебя замечательная дочка есть. Расскажи, пожалуйста, о ней. Ну, очень Чем талантливый. да, вот чем занимается она? Вообще у меня дети талантливые. Венера первый раз со мной на сцену вышла в 3,5 года. Котик, представь. 3,5 года? Да, спела со мной уже в дуэте. Поэтому и на сегодняшний день очень усердно занимаются. Они ходят к педагогу по вокалу. То есть твоя дочка тоже поет? Моя дочка тоже поет. И очень даже хорошо. Участвует в различных конкурсах. И уже сколько лет, я даже уже не помню, по-моему, года 3 подряд участвует в конкурсе «Созвездие Йолдызлык». Ну, и по секрету скажу, что, вот, например, наши сыновья, они когда-то, ведь помнишь, занимались вместе футболом, и мы думали, что они будут футболистами. В итоге... В итоге я сейчас играю стараюсь 2 раза в неделю играть в футбол, а он перешел на баян, мы поменялись. Все-таки сын у тебя будет баянистом, Алаберса. Нет, не то, что баянистом, я хочу, чтобы мои дети действительно занимались искусством. Потому что меняются эпохи, меняется власть, меняется все, искусство вечно. Искусство вечно. Для вас сюрприз, наши телезрители. Любимая дочка Венера Раяза Фасихова, она в студии у нас. И сейчас они исполнят для вас очередную песню. Yazıda sayrıy, gözüde sayrıy, börneni qaş bakşanda. Şu qaşını sağlanıp qaydam, qayağına basanda. Şu qaşını sağlanıp qaydam, qayağına basanda. Min g'ashiq ilində o'sgan tog'larning barchasini o'z elimda emlamingga baranga bakshasida o'z elimda emlamingga baranga bakshasida o'z elimda emlamingga baranga bakshasida baranga bakshasida. Раис, ну а сейчас самое интересное приготовление нашего блюда. Вот они, грудки, мы их посолили. Добавляем специи. Пожалуйста, тут каждый чуть-чуть матурганайтып. Специй мало не бывает, ты знаешь. Так, теперь берем сыр, брат. Брат, берем сыр. Вот смотри, вот так аккуратненько. 2 кусочка сыра. Берем перчик. Нечаянное? Ну, если готовишь для себя, то побольше. Если для жены, то можно 2. И здесь самое интересное, мы закрываем, соединяем. Получается вот такой вот красивый рулетик. Сейчас мы это обжарим. Ты, кстати, продолжай все это формировать. Так. И вот так вот прямо ставим на сковородочку. Рая, сейчас мы все это обжарим с каждой стороны. Я тебе так и учил же. Смотри, какая красота у нас получается. Он прекрасно. Отличный рецепт, я тебе скажу, Дустам. Пока все. Ну, самое главное, оригинально и просто. Быстро, да? Да, быстро. Ну, сам прикинь,
С утра встал, я говорю же, ничего не успеваешь. Раз, хоп, хей, ла-ла-лей, обжарил с двух сторон. Закрыл фольгой. Предварительно мы греем духовку. Разогреваем. Да. Духовочку. 200 градусов, да. Отправляем наше праздничное блюдо в духовочку на 40 минут. Открывая Раяс. Занавес! Опачки. И все. Благодаря фольге блюдо будет сочным и не потеряет свой красивый вид. Да. Но об этом мы узнаем после рекламы. Кстати, еще одно блюдо ждет вас. Оставайтесь с нами. Праздничные куриные грудки. Куриное филе надрезали вдоль и начинили сыром и перцем. Можно использовать любые другие овощи по вкусу. Обжарили с двух сторон на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Затем выложили филе на противень, смазанный растительным маслом, закрыли фольгой и запекали в духовке 40 минут. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни», и к красивому празднику 8 марта для вас готовят Раяс Фасихов, Раяс и Руслан Шарафудинов, более скромный, интеллигентный. Раяс готовит, это, конечно, громко сказано, но бывает. Я громко и сказал, бывает. Мы приготовили чудесное блюдо из курицы. Скоро вы его увидите, оно у нас в духовочке. А сейчас, Раяс, я покажу тебе, как быстро готовить блинчики. Ну, ты-то покажешь. Я хотел как раз тебе сказать, что мои девочки очень любят блины. Ну, ты сам делал им хоть раз блины? Конечно, конечно. И блины с разными начинками. И давайте мы сегодня обрадуем их. Я знаю, что не только мои девочки это любят. Раяс, давай так. Я буду делать тесто, а ты сделаешь начинку. Вот я вижу, здесь есть грибы, лук. Одну начинку сделаем, значит, с жареными грибами, а вторую из творога. Хорошо, Итак, договорились. берем пол-литра молока. Так. И самое интересное, мы это тесто готовим не в обычной посуде, а сразу в кастрюле и на небольшом огне. В кастрюлечку. Ждем, пока она согреется. Затем мы добавим туда соду, муку, немножко растительного масла, одно яйцо, и все это смешаем. А в это время Раяс расскажет, чем же он будет удивлять зрителей, поклонников в 2018 году. Мы в этом году планируем порадовать наших зрителей своими концертами, конечно. Будет концертный тур по Республике Татарстан и по некоторым регионам Российской Федерации. Поэтому всех жду. Увидимся на концертах. Что интересно в концертной программе, Раяс? Я в основном буду исполнять такие романтические, красивые песни о любви. Я пою для вас, наши прекрасные женщины, девушки, бабушки, мамочки. Поэтому... Доченьки. Доченьки, конечно. У меня есть даже песня про дочерей. Называется «Кызым уся». Хочешь один куплет буквально? С удовольствием, Раяс, с удовольствием. Şeşek gibi kızım use, gülüm use. Күңел тула жанны üzüp etidiyse. Işıklarga әзір ömür boyu. Gülüm usken taraflarını jiller ise. Ayaz kökler tilep yaşayım ilk günüme. Şeşek gibi kızım, gülüm use. Очень красивая песня. Кстати, вот об авторах, Раяс, постоянно ли ты с кем-то работаешь? Или каждый сезон какие-то новые приходят тебе композиторы, авторы песен? Знаешь, вот в протяжении уже 10 с лишним лет я уже работаю на татарской эстраде. Уже какие-то авторы, закрепились, так скажем, да, в нашем репертуаре. Сработались тогда, сошлись, как говорят. Да, репертуар, когда уже думаем о новых песнях, да, все равно обращаемся к ним. Но я не зациклен на каких-то... То есть, если какой-то автор придет к тебе песню, даст, ты с удовольствием ее рассмотришь? Сейчас же очень много этих моментов соцсетей и электронной почты очень много кидают красивых песен. И одна из, например, таких песен получилось, что автор стихов обычный парень, который просто от себя написал. Я, например, даже не знал. И получилась очень такая красивая песня, которую я посвятил своей супруге. В честь нашей 10-летней годовщины совместной жизни семейной. Вот так вот бывает. Можете отправить песню, музыку Раязу Фасихову на почту, и вдруг он ее споет. Да будет приятно. Сейчас и поют все, и пишут все, поэтому мы это все отсеиваем, смотрим, и действительно среди даже не таких и знаменитых авторов получаются очень даже красивые песни.
Итак, у нас готова начинка, мы сейчас ее будем обжаривать. Сейчас, секунду, маслечко. Так, как красиво Раяз порезал грибочки, и также красиво он их уронил на наш стол. Ну, я, видишь, чуть-чуть хаушим. Бывает. Поэтому... Даже, кстати, на сцене мы очень сильно волнуемся. Я думал, я один такой. Но, оказывается, все То волнуются. есть сколько лет ты на сцене, да, и до сих пор каждый выход ты с Каждый волнением? выход это, да, с волнением, и это большое, как бы, сначала волнение, переживание, а потом уже... А потом уже Кайф. надо сделать начинку у нас. Начинку номер 2. Для этого берем творог, изюм, шекер, сахар, немножко сметаны. Все это смешиваем, и получается у нас Салям алейкум. тамнушка получается. Так, весь творог, да? Ну, а я сейчас попробую приготовить первый блинчик, и, надеюсь, он, как говорят татары, не будет комом. Сейчас тщательно все перемешаем. Опа. Ну, Раяз, бисмилля рахман рахим. Бисмилля. Для этого мы берем красивую сковородочку. Раяз, на каждом концерте ты частенько поешь дуэтами. Вот есть ли у тебя любимые артисты, с которыми ты постоянно какие-то новые проекты придумываешь, выходы? Я всех очень люблю, уважаю, вот со всеми, вот кем я пел в дуэте. И я очень рад, что 2 года тому назад, могу сказать, когда я делал концертную программу в Казани, я успел даже спеть дуэт, к сожалению, покойный Ханиф Фархиев. Вот. А в этом году мы представили с Алиной Шерифдяновой очень интересный дуэт. Песня про песни называется. Песня про песни. Про мои Песня про песни. Да. И написала эту песню наша знакомая с тобой, Анна. Анна Попова. Да. Привет, Анночки. Поэтому очень интересный дуэт получился. Я думаю, те, кто придут на мои концерты, услышат и, может, даже некоторые уже знают. Хорошо, а вот дуэтами с мужскими вокалистами, с кем у тебя были хорошие такие сочетания? Мы с Салават Закиевичем пели. Ну, Салават Закич, это действительно достойная кандидатура. Потом Тидрис Абигазиевым мы пели как-то. Раяз, первый блинчик у меня готов. И мы каждый блинчик... Комсус Булгамбов. Конечно, профессионалы готовят. И каждый блинчик мы обязательно промазываем сливочным маслом, как делали наши мамы и давяники, и бабушки. Ах. Как говорят татарские артисты, Майсыз Таушакны. именно шулай. У нас готовы 2 начинки, и мы сейчас приготовим, наконец-то, наши волшебные мешочки. Берем для этого блин. Прошу, Раяз, повторяй. Аккуратненько его помещаем. Самое главное, вот так смотри, чтобы не порвался, да. Это ты, Золяпана, у меня это пальцы. Вот, красиво. Нервные, Так, начинка с творогом твоя. Я добавляю грибочки в серединку нашего мешочка. Так. И сейчас самое интересное. Мы собираем все это. Могучую кучку. И для того, чтобы наш мешочек не разорвался, мы скрепляем их зубочистками. Конечно же, все это делается для красоты. Чисто. Ведь праздник у нас не абы какой, да? Да, так на практике можно, конечно, чисто конвертиком, но мы же сегодня не только блины готовим, мы еще сюрприз. Это как, понимаете, вот от всей души, любя, наша любовь к вам именно выражается в вот этих маленьких деталях. А пока Раяз выражает свою любовь к зрителям, у меня готов мешочек, и у него готов. Вот, прошу. Вот, прошу любить и жаловать. Биг Матур Келепчук-то. Надеюсь, они такие же вкусные, как и красивые. Мы сейчас доделаем все блинчики и будем пробовать. Блинные мешочки с сюрпризом. В теплое молоко добавили соду, погасив горячей водой. Постоянно помешивая венчиком, влили растительное масло, яйцо, взбитое с солью, и муку. Замесили жидкое тесто. На разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, приготовили тонкие блины. Каждый блин обильно смазали сливочным маслом. Для первой начинки обжарили шампиньоны с репчатым луком. Для второй смешали творог со сметаной, сахаром и изюмом. Начинили блины начинкой, собрали края в форме мешочка и скрепили зубочистками. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш вкусный канал на Ютубе. Раяз, вижу по твоим глазам, что ты проголодался.
Но проголодался, не проголодался. Отведать надо то, что у нас получилось. Это главная задача. Да, у нас чуть-чуть времени есть сказать, получилось или не получилось. Давай, бисмилляй. Рекомендовать, не рекомендовать. Так, сначала мы, во-первых, посмотрите, пожалуйста, какой красивый получился разрез нашего блюда. То есть оно не только быстро делается, в финале оно получается очень красивым. И, Самое главное, куриное филе диетическое считается. да, особенно с сыром. Милых, да. Мы про это тоже. Настолько сочное получилось блюдо. Слушай, удивительно. А все потому, что мы закрыли фольгой. И вот оно там в собственном соку томилось, понимаешь, что есть? Вкусно. Сам не ожидал, что получится так вкусно. Молодец. А сейчас мы попробуем блинчики. Причем я, кстати, вижу, что у меня начинка с творога. А у меня тоже, наверное. Вкусно. С праздником, девушка. Вкуснотища. И самое главное, вот эти блюда можно прям подавать в постель. С утра. Конечно, это будет романтично, красиво и никаких крошек. Раис, на этом наша вкусная программа подошла к концу. Сингабикзур рахмет. Было интересно, как всегда, весело. До новых встреч. Алла версе. Бигзур рахмет. Но у нас еще есть маленькая задача, которую мы с удовольствием исполним. Прошу. Конечно, я хочу, пользуясь случаем, наших прекрасных дам поздравить с этим весенним, теплым, нежным, любимым праздником. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете нас счастливыми. Да, Руслан? Поэтому от всей души за вас с праздником, наши милые дамы. Бейлен белен сезне. Исәнлекләр, саулыклар, матур-матур тормышлар. И все мужчины мира пусть исполняют ваши желания, деп әйтәбез инде. Как Раис Фасыхов, который сейчас исполнит очередной музыкальный подарок в честь нашего праздника. Син булмасаң, белмәс идем бу тормышның шатлыкларын. Син булганга мин канатлы сөйгән ярым. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең төрләрендә. Бәйрәм белән кызлар. Праздником вас, дорогие наши любимые девушки, женщины. С праздником. До новых встреч. А теперь с Русланом. Дус эшләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Уенның да ямын тапмый, ни булды белмим. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең янларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең янларын аңламыйсыз. Это была программа «Секретный татарской кухни». Смотрите нас на канале ТНВ. С праздником! Бәйрәм белән! Бәйрәм белән! Татар ханы ашлары бик тәмле һәм файдалы.